ваши отношения, учитывая, что вы на протяжении всего этого времени защищали подзащитного, и ваши отношения к нынешнему вынесенному приговору? Ну, мы, безусловно, не согласны с принятым решением. Мы считаем, что суд достаточно поверхностно отнесся к доказательствам стороны защиты, которая действительно длительное время, более года, точнее даже около 2 лет, собирали по крупицам доказательства непричастности наших подзащитных к Дейному, да, в том, чем сегодня суд обвинил ее. Мы считаем, что чрезмерно суровое наказание, даже несмотря на то, что, в общем-то, суд по каким-то причинам, будем так говорить, нашел ее причастность доказанной. Поэтому мы, безусловно, будем обжаловать данное решение, поскольку, еще раз повторюсь, мы считаем его необоснованным и не основанным на нормах закона. Также защитника поддерживаю, приговор будет обжалован. Хочется обратить внимание, в чем обвиняют Елену Викторовну Шебуршину. Она обвиняется в предоставлении информации о кандидатах, о поступивших жалобах и информация об итогах выборов. При этом в обвинении не указана даже информация о каких кандидатах. Понимаете, там могут быть любые кандидаты. Не было даже слова, что о кандидатах в депутаты. То есть этот вывод уже судом сделан самостоятельно. Также о поступивших жалобах. В обвинении даже не написано, что это жалобы, поступившие в избирательную комиссию Республики Коми. Не говоря уже о том, от кого и на что. Да, касались ли они вообще избирательного права. Ну а также информацию об итогах выборов. Что такое итоги выборов? Такого понятия вообще нет. Есть либо итоги голосования, либо результаты выборов. То есть на сегодняшний день информацию об этом даже передать невозможно. Вот. И при таких обстоятельствах суд находит ее деяния опасными. То есть, ну вы понимаете, несоразмерность. Вот. Кроме того, ее обвиняют в получении денег. Вот на сегодняшний день любой человек может написать заявление на вас, что я вам передал 1 миллион, вы по каким-то причинам сознаетесь в этом, и назад дороги у вас не будет, хотя у вас не изъяли ни рубля. Нет никаких доказательств передачи денег, то есть фактических данных нет. Ее ни разу не задержали с деньгами, на ее счетах нет этих денег. То есть даже при обыске у нее было в кошельке 3000 рублей. Заметьте, да, как падает размер взятки. Сначала он был 6 с лишним миллионов, затем 3 с лишним, сейчас уже 1,5. И все это условно. Этих встреч никто не зафиксировал. И вот опять же, условные деньги и реальное наказание. То есть вы понимаете уровень судебной защиты в государстве. Это страшно. Вот мой комментарий. Еще хотел уточнить, вот обвинение базировалось